Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Прокурорский надзор – это вид государственно-властной деятельности органов прокуратуры, осуществляемый от имени Российской Федерации в целях соблюдения Конституции и законов, действующих на территории нашей страны, и принятию мер к восстановлению нарушенной законности. Сегодня мы поговорим о прокурорском надзоре в сфере образования нашего региона. Гостья в студии Варвара Трофимова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Управление по надзору за исполнением федерального законодательства. Варвара Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с главного. Какие наиболее частые нарушения наблюдаются в сфере образования? Органами прокуратуры Республики Саха-Якутия во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13 декабря 2021 года номер 744 об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов на системной основе проводятся проверки в сфере образования. В рамках подготовки образовательных организаций к началу учебного года прокурорами пресечены нарушения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности объектов. В целях создания в образовательных организациях надлежащих условий прокурорами выявлено более 800 нарушений, принято 560 актов реагирования. Принятыми мерами удалось добиться своевременного начала нового учебного года. Прокуратурой республики приняты меры реагирования к региональному министерству образования и науки в связи с ненадлежащей организацией работы в ходе подготовки образовательных организаций к началу учебного года. По представлению прокуратуры республики, внесенному в правительство Республики Саха-Якутия, надлежащая работа организована, образовательная организация принята к началу учебного года. Варвара Вячеславовна, правильно я понимаю, что все проверки прокуратуры проходят перед началом учебного года? То есть это такой своего рода паспорт готовности образовательного объекта для того, чтобы туда можно было принять детей? Да, все верно. Проверки уже начинаются проводиться в мае, когда уже завершается учебный год в мае-июне, и в августе также, когда уже начинается приемка образовательных организаций к началу учебного года. Вы сказали, что 800 нарушений было выявлено, более 500 актов реагирования принято. Где наиболее часто нарушают законодательство в сфере образования? В Якутске, в каких районах? Наиболее часто выявляются нарушения и в городе Якутске, в районах также. Есть ли лидеры антирейтинга нарушения? Большинство образовательных организаций у нас расположено в городе Якутске. Соответственно, частных дошкольных образовательных организаций у нас только 44. В Мегино-Кангаласском у нас одно учреждение дошкольного образования, частное. То есть проверяются и государственные образовательные учреждения, и частные? Да, безусловно. А какой порядок устранения тех нарушений, которые выявила прокуратура? То есть, я так понимаю, специалисты выезжают на объект, описывают те нарушения, которые там есть, дальше выносят постановление. Реагирует школа или все-таки Министерство образования, как вы сказали? Реагирует министерство как учредитель, к примеру, государственных учреждений образования, либо прокуратура в ходе выезда, допустим, выявляет нарушения и принимает меры реагирования. То есть в случае неустранения этих мер школу просто-напросто к 1 сентября могут не открыть? Да, хотела бы подробнее рассказать о таких случаях. Да, давайте. Прокуратурой города Мирного установлено, к примеру, что в 7 общеобразовательных организациях района допущено нарушение санитарного законодательства. Установлено, что используется учебная мебель с повреждениями, отсутствует освещение на индивидуальных компьютерных столах, некачественным образом проводится ежедневная уборка помещений. У ответственного лица отсутствует документ о прохождении обучения мерам пожарной безопасности, а также в медицинских книжках отсутствует записи о прохождении очередной аттестации. В этой связи прокурорами внесены представления в образовательные организации. Лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности по статье 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По мерам реагирования прокуратуры Усть-Алданского района в 8 образовательных организациях устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности, которые выразились в том, что отсутствует план эвакуации людей при пожаре, неисправные системы пожарных извещателей, также складируются горючие предметы. Должностные лица также за нарушение требований пожарной безопасности привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В сфере антитеррористической защищенности выявляются нарушения, выявлено более 450 нарушений,
принято 380 актов реагирования. Основные нарушения, большинство нарушений связано с тем, что отсутствует система передачи тревожных сообщений в Росгвардию, металлоискатели отсутствуют в образовательных организациях, система оповещения, охраны, сигнализации. Прокурорами также пресекались нарушения в сфере лицензирования образовательной деятельности, то есть если образовательная организация открывается по другому адресу, необходимо переоформить лицензию на образовательную деятельность. Вот такие нарушения выявлялись прокурорами. Прокурорами выявлялись нарушения при проверке материально-технической оснащенности образовательных организаций. Допустим, прокуратура Усьмайского района в нескольких образовательных организациях выявлено отсутствие предметных кабинетов с учебными и наглядными пособиями, которые необходимы для обучения детей основам начальной военной подготовки. По представлению, внесенному прокуратурой района в главе муниципального района Усьмайский Улус район, нарушения устранены, такие предметные кабинеты оборудованы, закуплено учебное оборудование, необходимое для обучения детей основам военной подготовки, что сейчас особенно актуально, скажем так. По исковому заявлению прокурора города Якутска на среднюю общеобразовательную школу номер 3 Управления образования окружной администрации города Якутска судом возложена обязанность оснастить школу специальным инвентарем и оборудованием. Решение суда находится на исполнении и контроле прокуратуры города Якутска. Особое внимание уделяется вопросам создания безопасных условий обучения в образовательных организациях. По мерам, после вмешательства органов прокуратуры республики решен вопрос о переводе учащихся Чернышевской средней общеобразовательной школы в селе Чиняки Вилюйского района из здания, эксплуатируемого свыше 50 лет, в приспособленные помещения, а также проведение инструментального обследования с привлечением специализированной организации. Как раз-таки на этой неделе должно быть проведено обследование старого здания образовательной организации на предмет его дальнейшей эксплуатации. Также прокурорами принимаются меры к судебному понуждению органов местного самоуправления в целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях. Например, прокуратурой Амгинского района пресечено открытие детского сада с многочисленными нарушениями требований санитарного законодательства, выявленные деформации стен, окон, оседание фундамента. По заявлению прокуратуры Амгинского района прекращена эксплуатация здания образовательной организации, воспитанники детского сада переведены в другие приспособленные соответствующие нормативным требованиям помещения. По требованию прокуратуры Нюрбинского района приостановлена деятельность филиала детской школы искусств в селе Малыкай. Установлено, что на стенах имеются трещины, не работает система вентиляции, канализации, а также имеются риски разрушения отдельных несущих конструкций здания детской школы искусств. По факту выполнения качественных работ застройщиком и их приемки заказчиком отделом МВД России по Нюрбинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование, также находится на контроле прокуратуры района расследования данного уголовного дела. В ходе контроля прокуратуры Усть-Алданского района установлено, что не исполняется решение суда администрации района по обеспечению безопасных условий обучения учащихся Анёрской средней общеобразовательной школы. Не приняты меры по разработке проекта сметной документации. По представлению прокуратуры района, а также прокуратуры республики, внесенному в правительство Республики Саха-Якутия, из государственного бюджета республики предусмотрено финансирование в размере 10,7 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Государственный контракт заключен на выполнение проектно-изыскательских работ. Варвара Вячеславовна, вот вы сейчас перечислили часть тех мер реагирования, которые осуществляют прокуроры в сфере образовательной деятельности. А может ли прокуратура реагировать на конфликты интересов, допустим, при зачислении учеников в ту или иную школу или желании их быть зачисленными в те или иные образовательные объекты? Зачисление детей в образовательные организации, согласно нормативным документам, проводится по месту регистрации. То есть, и также, если обучаются родные братья, сестры в данной образовательной организации, то преимущественное право имеет ребенок на зачисление в ту или иную образовательную организацию. То есть в случае нарушения подобных прав можно обратиться в прокуратуру и уже решать вопрос в другом ключе. Да. А бывали ли случаи, Варвара Вячеславовна, когда прокуратура закрывала школы?
в связи вот с Как несоответствием? я уже отметила, случаи приостановления, прекращения эксплуатации здания, такие случаи имеются. Мгм. А могут ли родители учеников, либо сами сотрудники школы пожаловаться в прокуратуру? Вот, допустим, вы говорите о том, что нет соответствующего оборудования. Можно ли обратиться напрямую и не ждать, пока с проверкой придут соответственные органы? Конечно, можно обращаться в управление образования, директору школы, а затем уже в случае, если соответствующие меры не принимаются, уже в органы прокуратуры, естественно, можно обращаться. Мгм. Мария Вячеславовна, я предлагаю продолжить следующую тему. Активно сейчас идет модернизация систем образования различных зданий, школ, детских садов, тех же школ музыки. Вот какие меры реагирования прокуратура осуществляет на тех объектах, где проходит модернизация школьных систем? Значит, прокурорами осуществлялось надзорное сопровождение реализации федеральной программы модернизации школьных систем образования. В период с 2022 и в текущем году завершен капитальный ремонт и оснащение 56 школ республики. В настоящее время осуществляется контроль за завершением капитального ремонта в Арктической гимназии Булунского района, в которой ремонт должен быть завершен до 30 ноября 2023 года. На реализацию данной программы из федерального бюджета было предусмотрено финансирование в размере свыше 2,5 миллиардов рублей, а также софинансирование из бюджета республики в размере 178,8 миллионов рублей. Прокурорами приняты меры реагирования, выявлено более 100 нарушений, принято 47 актов реагирования. По инициативе прокуроров Верхневилюйского, Жиганского, Мигно-Кангаласского, Среднеколымского и Хангаласского районов 8 лиц подрядных организаций, допустивших нарушение контрактных обязательств, условий исполнения контрактов, привлечены к административной ответственности по статье 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наложены штрафы на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Сроки завершения работ были установлены в августе текущего года. Кроме Арктической гимназии, срок ремонтных работ, который завершается в ноябре 2023 года. В связи с низкой строительной готовностью объектов прокурорами ряда районов были объявлены предостережения в ходе контроля за выполнением работ о недопустимости нарушения закона, а также вносились представления. По инициативе прокуратуры Верхневилюйского района недобросовестная подрядная организация, допустившая нарушение условий муниципального контракта по капитальному ремонту Верхневилюйской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Сидора Барахова, привлечена к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Прокурором Среднеколымского района установлено, что в Великокельской средней общеобразовательной школы также ремонтные работы не выполнены в срок в связи с недопоставкой строительных материалов. Также прокуратурой района внесено представление главе района, а также руководителю подрядной организации. И виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и к административной ответственности. Мария Вячеславовна, то есть правильно я понимаю, что все методы прокурорского реагирования вот в этой сфере, они связаны либо со строительством, либо с вводом объектов, либо ремонтом? Все правильно. И насколько часто исправляются подрядчики? В случае, если подрядчиками не принимаются меры, то есть имеется такая возможность по включению в реестр недобросовестных подрядных организаций. Мария Вячеславовна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну и напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.